Мне нравится учиться, я стремлюсь к этому. И в будущем я хотела бы стать журналистом, получить высшее образование. Но мне очень жаль, что некоторые девочки не могут позволить этого. Например, нашу соседку украли, и это не было ее решением. И она теперь не может выбрать себе профессию, не может получить образование. Мен машина оңдойм. Атам менен жүрүп, машина оңдошту өйрөнүп алганмын. Кыз баланы машина оңдошко таң калышын кереги жок. Аксинче кубаныч керек. Мен ошо бир иштин эгеси болуп, машина оңдошту өйрөнүп атам. Уже 4 года я занимаюсь футболом. В этом году у нас был очень хороший сезон, где мы заняли 4-е место из 14 команд. Мектепте жакшы окуучумун. Жана ошо компьютерде программа түзгөнгө аябай кызыкчумун. Азыркы учурда болсо ошол эле программалар түзгөндү үйрөнүп жатам. Жана IT технологиялар жаатында да үйрөнүүдөмүн. Ежегодно у нас проводятся сессии по самообороне. И сегодня первый раз, когда я участвую на этих сессиях. Моей самой главной целью является изучение базовых приемов самообороны. Я очень хочу попросить нашего будущего президента, чтобы создавались условия для самореализации девушек и чтобы не было кражи невест в Кыргызстане. Мен болошок президентти куттуктайм. Ал кишиден кыздардын башка тармакта иштөөсүгө шарт түзүп беришин суранат элем. Мисалы, моторист, одежник, стокер. Надеюсь, наш будущий президент уделит большое внимание женскому футболу и будет нашим болельщиком, так как я уверена, что девочки в Кыргызстане готовы показывать хорошие результаты, выигрывать все команды. Главное, нам нужна ваша поддержка. Мен болочоктогу президенттен мен сыяктуу оронгон кыздарга жана динге карманган инсандарга коомчулукта бирдей мамиле кылууларын жана ар тараптуу билим алуубузга шарт түзүп беришин суранар элем. Сейчас я бы хотела обратиться к будущему президенту Кыргызской Республики и попросить его о том, чтобы он обратил внимание на обеспечение безопасности для девушек и всего населения, так как у нас сейчас очень распространены такие проблемы, как ранние браки и ущемление прав девушек.